В республике приступили к исполнению наказов жителей. С прошлого года по поручению главы Коми исполнение не столь масштабных, но очень важных для городов и сел проектов финансируется из бюджета региона. В прошлом году реализован 81 проект. Лишь некоторые примеры в материале Ольги Коняевой. Детская школа искусств в Усинске – колыбель, взрастившая уже не одно поколение ярких талантов. За годы работы школа выпустила более 2500 звездочек и уверенно вышла на всероссийский и международный уровень, доказав высокий класс подготовки юных дарований. Сегодня здесь 780 воспитанников на 4 отделениях – хореографическом, музыкальном, изобразительном и декоративно-прикладном. По наказам избирателей в прошлом году в школе заменили все окна на современные стеклопакеты. Их больше 50. Это в первую очередь комфорт и здоровье учеников. Но и эстетический вид для школы искусств, конечно, не на последнем месте. С вами видим, да, какой результат дает замена окон. Это действительно это свежий воздух, это свет, это шумоизоляция, которая, наверное, в первую очередь важна и нужна в музыкальной школе. В 2021 году депутаты Госсовета предложили внести отдельную статью расходов в бюджет региона на исполнение наказов. По поручению главы Коми из резервного фонда правительства региона на выполнение наказов избирателей было выделено более 70 миллионов рублей. В прошлом году удалось реализовать 81 проект. Например, есть Устыльма, Устыльмский район, есть там село Хабариха. И там средняя школа просила купить им трактор. Вот, например, взять Сыктывкар, Ухту или даже Усинск. Вот здесь непонятно, зачем в школе нужен трактор, для каких таких целей. А оказывается, вот для чего. Потому что они там обучают управлению трактором. И то есть уже ребенок, окончив школу, может иметь профессию. Или же сельское население из соседних деревень тоже приезжает, подают заявки, обучаются. Здесь не надо выезжать куда-то далеко и в райцентр, и в другой район для того, чтобы обучаться. Давним желанием жителей Объячьего Прилузского района был каток. Наказ уже воплощен в жизнь. Обустроили и каток, и теплое помещение для переодевания. Закупили коньки для проката. У нас с появлением катка появилась еще и хоккейная команда. То есть начали активно очень выезжать на всяческие турниры, проводить сами турниры. И в Объячьево, и в село Летка у нас еще есть каток. То есть каток был очень долгожданный спортивный объект. Свои идеи жители и местные власти озвучивают на встречах с парламентариями региона. Каждый наказ проходит общественное обсуждение в поселениях, городах и районах. Так формируется перечень из десятков актуальных на местах инициатив. На исполнение наказов республика выделяет по 5 миллионов рублей на избирательный округ. Мы будем продолжать. На 2023 год в целом на наказы выделена еще большая сумма – 75,3 миллиона рублей. Я думаю, что в этом году все наказы будут исполнены, и наши избиратели, наши жители увидят много нового у себя в поселениях, в городах, в иных населенных пунктах. В Ухте по наказам жителей в этом году обустроят 2 детские площадки, а в школе и детском саду уже обновляют мебель и технику. В сад-теремок доставили компьютеры и принтеры. У нас произошла реорганизация объекта. 2 дошкольных учреждения стали одним. 8-й сад у нас прикрепился к нашему 2-му детскому саду. Ну и, соответственно, техники стало не хватать. Вот-вот исполнится пожелание коллектива детского сада номер 10 ухтинского поселка Дальний. Мебель в учреждении физически и морально устарела. Это все показывает заведующая Елена Бурмантова. Они скоро уберут. Заявку на новый интерьер уже отправили. У родителей и педагогов есть еще одна мечта. Родительской общественностью нашего дошкольного учреждения был инициирован проект по замене окон на пластиковые. Также было обращение. И надеемся, в 2023 году данный проект будет также успешно реализован. В микрорайоне Дальний появится и уличная детская площадка. Заброшенный пустырь на Авиационной рядом с домами – как раз подходящее место. Примерно центр поселка. Вот так преобразится эта территория. Проекты не масштабные, но нужные для деревень и городов. Перечень наказов на этот год сформирован. Муниципалитеты уже начинают воплощать проекты в жизнь. Ольга Коняева, Роман Кирпа, телеканал Юрган.